Международный фестиваль музеев «Интермузей» – одно из главных музейных событий года, не имеющее аналога в мире. Программа фестиваля включает в себя экспозиционную часть, деловую, культурные программы, а также конкурс среди музеев-участников. Уже в 4-й раз на правах гостя в фестивале участвует и Абхазия. Общее же количество музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, принимающих здесь участие, доходит до 400. В торжественном открытии Интермузея приняли участие министр культуры и охраны, историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали и ее заместитель Батал Кубахи. Очень много различных круглых столов, конференций. Музей сейчас вообще работает по другому принципу. Знаете, вот этот нафталиновый запах в музеях советского времени уже давно забыли. Они становятся интерактивными, люди. И вот эту технологию можно здесь посмотреть. Это как бы раскрывает горизонты для музейных работников, горизонты мира. Мы не можем все посетить, бац, посмотреть. Ну, мне лично почему здесь интересно? Потому что я тут встречаюсь с очень многими коллегами, которые занимаются и объектами культурного наследия, музеями, объектами, предметами, там, которые хранятся в музеях, то есть тоже вот движимыми объектами культурного наследия. Мне очень интересно с ними поговорить. Сегодня даже вот существует такая система, это вот старый взгляд, что артефакты культурного наследия должны охраняемо под стеклом. Все это делается виртуально, все хранится в архивах. Ну, вот такая возможность есть. Абхазию на Интермузее уже во 2-й раз представил Государственный мемориальный музей Дмитрия Гулия, который посвятил свою экспозицию культурным связям между Абхазией и Россией. А материал здесь богатый. В советское время, еще при жизни патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, в Абхазию приезжали многие видные деятели советской литературы и культуры. В экспозиции широко представлены фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях абхазских и российских литераторов того времени. Здесь очень многое переплетено. Во-первых, русско-абхазские связи, связи Дмитрия Гулия и русские писатели. Вы прекрасно знаете о том, что Константин Симонов считал своими крестными родителями Дмитрия Ильича и его супругу. И поэтому мы решили... Дом Гуля очень гостеприимный дом. И в советское время там бывали очень знаменитые писатели, как и русские, так и зарубежные. И вот мы решили часть стенда посвятить вот этим связям. Выставку посетила сотрудник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, внучка Дмитрия Гулия Татьяна Гулия. Многих, кто запечатлен на исторических снимках, она знала лично. Так известного поэта-публициста Константина Симонова в детстве запросто называла дядей. Мне, конечно, немножко странно называть дом-музей, потому что я какое-то время жила в этом доме. И когда я прихожу туда, я вспоминаю, кто там был, кто где сидел, какие кто стихи читал. Это было очень интересное время. Многих мы звали не по имени и отчеству, а дядя Костя, например, да, Симонов, дядя Киршал, это Киршал Чичхалия, дядя Баграт Шинкова и так далее. Поэтому все это очень вспоминается близко, и для меня большая честь, что дом-музей, творчество моего деда представлено здесь в центре Москвы. Абхазский стенд привлекал внимание посетителей редкими архивными кадрами. Видео помогало увидеть работу дома-музея изнутри. Такие форумы дают возможность не только показать свой материал, но и быть в курсе современных тенденций музейного развития. Выставка продолжит свою работу до 2 июня. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы.